Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего урока – модель GPT-3, проект Codex. Как работает самая передовая нейросеть в мире? Если вы не обращали внимания на то, какие чудесные вещи может творить искусственный интеллект, настало время это сделать. Пользователи в сети сходят с ума по интерактивному инструменту GPT-3. Его теоретические возможности и пути использования поразительны и невероятно многогранны. Generative Pre-trained Model 3 – это третье поколение алгоритма обработки естественного языка от OpenAI. Он станет вашим настоящим другом и помощником, поскольку будет вести себя именно так, как вы ему скажете. Если вы хотите заглянуть в будущее, взгляните на то, как разработчики уже используют GPT-3. Без сомнения, следует сказать, в нашем мире полно примеров использования искусственного интеллекта, начиная от спецпредложений для покупки на Amazon и заканчивая беспилотными автомобилями. Искусственный интеллект везде успел приложить свою руку. GPT-3 – это специальный алгоритм, который может выполнять различные задачи по обработке человеческой речи. Он может выступать в роли писателя, журналиста, поэта, автора, исследователя или бота. GPT-3 также рассматривается исследователями как алгоритм, с помощью которого мы сможем сделать первый шаг к созданию Artificial General Intelligence. AGI – это способность машин учиться и выполнять задачи, подобные тем, которые решают люди. Было время, когда данный алгоритм был настоящей загадкой для ученых. Однако по мере развития технологий он становился все более доступным как специалистам, так и обычным пользователям. Чтобы понять основы того, как работает GPT-3, мы должны ознакомиться с принципами машинного обучения, которое является ключевым моментом в работе этого уникального алгоритма. Машинное обучение – это неотъемлемая часть искусственного интеллекта. Оно позволяет машине улучшать себя с помощью полученного опыта. Итак, контролируемое vs неконтролируемое обучение. GPT-3 использует неконтролируемое обучение. Он способен к метаобучению, то есть обучению без какой-либо подготовки. Учебный корпус GPT-3 состоит из набора данных типа Common Crawl. Он включает в себя 45 терабайт текстовых данных, полученных из интернета. GPT-3 имеет 175 миллиардов параметров моделей, в то время как человеческий мозг обладает 10-100 триллионами. Ну и чтобы понять принципы жизнеустройства на Земле, масштабы Вселенной и другие человеческие тонкости, необходимо иметь 4,398 триллиона параметров моделей. То, с каким темпом растет этот показатель у GPT, пугает каждый год. Он увеличивается примерно в 100 раз, что одновременно удивительно и вызывает беспокойство. Мы знаем, что модели машинного обучения всегда работают с высокой точностью. Однако анализ человеческого языка – это их слабое место. Чтобы справиться с этим недостатком, мы преобразуем текст в числа с помощью встраивания и передаем их нашим машинам. В машинах используются кодеры и декодеры, которые помогают им распознавать сообщения. Рекуррентные нейронные сети – это класс нейронных сетей, которые хороши для моделирования последовательных данных, таких как временные ряды или естественный язык. Однако из-за огромного объема текстовой информации мы не можем быть уверены в том, что сообщение будет прочитано доскональным образом.
Для лучшего распознавания отправляемого месседжа мы используем механизм внимания. Он работает точно так же, как и наш мозг. Когда мы сохраняем определенную информацию в нем, он отфильтровывает важные данные и удаляет ненужные. Механизм внимания помогает вести счет каждому вложению. Оценка важности данных дает возможность отфильтровывать нерелевантную информацию. Ну и как работает РНС? Когда мы отправляем наши текстовые данные машине, они проходят через кодер, после чего создаются векторы. Полученные векторы далее анализируются механизмом внимания. Такой смешанный процесс помогает предсказать следующее слово, которое скажет человек. Проще говоря, происходит заполнение пробелов, основанное на том, насколько машина уверена в своих знаниях. По мере того, как она овладевает языком, машина может лучше предугадывать следующие слова. Имея огромный опыт, она будет с точностью прогнозировать возможные варианты. Далее мы отправляем полученное слово с имеющимся предсказанием в декодер. Цикл генерирования новых предложений продолжается бесконечно, что помогает улучшать AGI. Ну и главной изюминкой GPT-3 является его огромный корпус данных и бесконечные возможности обучения. Само обучение не является предметно специфичным, но позволяет алгоритму научиться выполнять любую предметно специфичную задачу. Попросите алгоритм написать SQL-запрос, и он справится. Попросите его помочь в сочинении текста на спортивную тематику. Он также сможет это сделать. GPT-3 работает лучше с несколькими кадрами обучения, когда вы предоставляете ему подсказку и несколько примеров. Представьте, что вы дали пару книг первокурснице и попросили ее ответить на вопросы. Иногда ей это удавалось, а иногда она не справлялась. Поэтому вы продолжаете давать ей все больше книг и задавать все больше вопросов, что помогает ей совершенствовать свои знания. Она делает это, знакомясь с новым материалом и просматривая примеры похожих вопросов. GPT-3 это все-таки машина, она сможет учиться, беря за основу множество примеров. Когда мы учимся водить автомобиль, мы выбираем огромное количество мест, чтобы отточить свой навык. Мы начинаем с дорог, по которым ездит небольшое количество машин. Затем мы отправляемся на трассы с более плотным автомобильным движением. И, наконец, обретя полную уверенность в себе, мы едем по самой оживленной улице, чтобы приобрести необходимый нам навык. Если вы будете ездить по дорогам только со средней загруженностью, то вы точно не сможете водить машину в час пик. Точно так же, если мы хотим получить лучшую модель, нам нужно предоставить ей различные условия для обучения. GPT-3 учится постоянно. Он является лучшим алгоритмом в сфере искусственного интеллекта. Однако GPT-3 не может вести себя точно так же, как мы. В конце концов, детям не нужно видеть миллионы примеров, чтобы узнать что-то новое. GPT-3 учится в интернете и иногда поглощает весь негатив, который находится там. Он может имитировать естественный язык, но когда дело доходит до естественных мыслей, искусственный интеллект все еще терпит неудачу. Существует тонкая грань между естественным языком и естественными мыслями. GPT-3 доказал, что масштабирование языковой модели может повысить точность высказываний. Чтобы использовать язык, идентичный человеческому, машине нужна не душа, а огромное количество данных. Это именно то, что делает GPT-3. Он черпает большую часть своих знаний из предыдущих работ, созданных людьми. И все, о чем он переживает, это создание подобным человеческим мыслей и слов. Он фокусируется на стиле, а не на творчестве или понимании причин. Грамматика – это его язык программирования.
Нельзя отрицать, что он хорошо предсказывает возможные варианты слов. Однако GPT-3 не предназначен ни для хранения фактов, ни для их извлечения в нужное время, как это делает человеческий мозг. Он больше похож на алгоритм для подбора ключевых слов по шаблону, как в случае с SEO. Подобной машине даже после знакомства с людьми посредством интернета не хватает человеческих черт. Это всего лишь алгоритм, и неразумно ждать, что он сможет высказать свои личные мысли. Ему все еще не хватает IQ, который и отличает людей от машин. OpenAI представила инструмент Codex. Он переводит английский текст в программный код. В августе 2021 года компания по разработке искусственного интеллекта OpenAI выпустила Codex. Это новая система, которая автоматически преобразует в код простые английские фразы. Кодекс основан на GPT-3, революционной платформе глубокого обучения. Она владеет почти всеми общедоступными письменными текстами, созданными человечеством до 2019 года. Достаточно написать, что требуется от программы. Новый инструмент OpenAI на основе машинного обучения должен помочь профессиональным разработчикам ускорить процесс программирования, а начинающим начать кодировать, пишет The Verge. Кодекс построен на основе алгоритма OpenAI GPT-3. Инструмент лучше всего работает с Python, но поддерживает около дюжины языков, включая JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Shell, Swift и TypeScript. Пользователю нужно написать на английском, что требуется от программы, и кодекс сам напишет код. Инструмент можно использовать для создания простых веб-сайтов и игр, а также для перевода между разными языками программирования. OpenAI использовала более раннюю версию Codex для создания Copilot сервиса, который подсказывает, как улучшить код. В июле 2020 года Microsoft и OpenAI показали пример искусственного интеллекта, который автоматически генерирует код. Python по комментариям. Сможет ли кодекс от OpenAI заменить программистов? Заменит ли он программистов? Самый частый вопрос, который задают о кодекс. Вдруг 12-значные долларовые вклады мировых держав в обучение айтишников окажутся напрасными. Томас Смит, ранний бета-тестер GPT-3 и Codex, испытал систему и отвечает на вопрос в этой статье. Спойлер: нет. Если вы разработчик или разработчица, или ваша компания тратит кучу денег на IT-специалистов, можете вздохнуть спокойно. Кодекс в ближайшее время не заменит людей, зато может сделать их более эффективными. Почему кодекс не отнимет работу? Несколько лет назад Томас Смит работал над проектом правительственной базы данных с аналитиком и разработчиком высокого уровня из крупной американской консалтинговой фирмы. Их задачей было разобраться, как госучреждение использует базу данных для назначения грантов организациям и предложить улучшения. В начале совместной работы у Томаса было много стереотипных представлений о работе коллеги. Томас воображал, как тот, сутулившись за ноутбуком, будет весь день кодить в R или генерировать блестящие формулы в математика, чтобы понять базу данных клиента. Представлялись безумные каракули в стиле игр разума, регрессионный анализ и бесконечные часы у монитора за написанием километров кода Python. Вместо этого коллега-разработчик начал взаимодействие с клиентом и потратил несколько дней, чтобы изучить процесс предоставления грантов. Он встречался с отдельными сотрудниками, акционерами, представителями организаций. Только после нескольких месяцев такой работы он наконец сел за аналитику, используя R и различные графические библиотеки. Фактически написание кода и анализ заняли всего 2 дня. Результаты были точными. Программа работала блестяще. Клиент был в восторге.
Пол разработчика и ошибки в коде. Согласно Tech Republic, написание реального кода часто занимает менее половины, а во многих случаях всего 20% времени разработчика. Даже если бы такие системы, как Codex, работали идеально, они заменили бы максимум половину работы живого человека, а часто и меньше четверти. Если кто-то не научит Codex сидеть с клиентами, завоевывать доверие, понимать проблемы и разбивать их на решаемые составные части, делать то, что делал коллега Томаса во время совместного проекта, система не будет угрожать опытным разработчикам в ближайшее время. В анонсе Codex ученые OpenAI признают это. По их словам, инженеры не тратят весь день на написание кода. Большая часть времени уходит на совещания с коллегами, написание проектных спецификаций и обновление существующих программных стеков. Создатели Codex ожидают, что система может несколько снизить общую стоимость производства программного обеспечения, позволив разработчикам быстрее писать хороший код. Но они сомневаются, что это отнимет рабочие места. Ученые предполагают, что автоматизация рутинной работы сделает разработку доступной более широкому кругу людей. Это также может создать новую специальность prompt engineering, то есть разработку текстовых подсказок, которые позволяют системам искусственного интеллекта вроде Codex творить чудеса. Другие эксперты не так оптимистичны. Как отмечает журналист Стивен Леви Wired, Codex не украдет работу у отдельных разработчиков. Но если это сделает каждого разработчика намного более эффективным, компании могут обойтись меньшим количеством специалистов. Если раньше для проекта требовалось 10 разработчиков, при использовании Codex понадобится только 8. Это приведет к чистой потере 2 рабочих мест. Когда-нибудь это может стать реальностью, но этот день наступит не скоро. Учитывая, что в 2020 году спрос на разработчиков во всем мире вырос на 25%, несмотря на пандемию, реальная угроза рабочим местам со стороны Codex кажется минимальной. По крайней мере, на данный момент. Если ведущие компании станут обходиться меньшим количеством разработчиков, это сделает их доступными для компаний среднего уровня или стартапов, что приведет к улучшению программного обеспечения на всех уровнях технологической экосистемы. В настоящее время стартапам часто сложно привлечь талантливых разработчиков. Если бы мировые Гуглы и Фейсбуки переманили меньшее количество ведущих разработчиков, новые инновационные компании могли бы получить больше талантливых специалистов. Ну и также важно помнить, что предположение основано на идее, что Codex или подобные ему системы могут писать код так же, как человек. На данный момент это невозможно. OpenAI признает, что при запуске код Codex содержит ошибки или просто не работает в 63% случаев. Написание совершенного кода в 37% случаев – большое дело для машины. Тот день, когда не программист сможет сесть за Codex, написать спецификацию и запустить работающее программное обеспечение, еще далеко. Полностью заменить разработчика не получится. Но и сделаем выводы. Если в ближайшие несколько лет Codex резко не улучшится, разработчикам бояться нечего. Однако, учитывая потенциальный прирост эффективности, компаниям и отдельным разработчикам стоит начать изучать технологии кентавров уже сегодня. Если вы разработчик, освежите в памяти навыки Prompt Engineering и подайте заявку на доступ к Copilot и Codex. Получайте опыт заранее. Если вы возглавляете IT-компанию, начните думать о том, как использование кентавров может сделать ваши процессы разработки более эффективными. А если вы преподаете информатику или программирование, знакомьте студентов с системами искусственного интеллекта и применением кентавров уже сегодня.
чтобы они были готовы работать с такими платформами, как Codex или Copilot, когда выйдут на рынок труда. Ну и на этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Спасибо большое за внимание. Увидимся на следующих уроках. До свидания.